Гимназия Марем города Магас, урок географии. Школьники разбирают характеристики течения Мирового океана. Именно география знакомит их с богатством огромной страны, природными ископаемыми, водными артериями, особенностями каждого народа. Участвуем мы с самого первого диктантом. Как известно, он проводился в 2015 году. Это год юбилейный был, 170 лет образования Русского географического общества. И тогда проводился первый географический диктант. Как известно, тогда в тот год только 200 площадок было в России, а вот по прошлому году мы тоже интересуемся, более 2000 площадок в 25 странах мира. И, конечно, это является стимулом и для детей, у них интерес большой к диктанту. И если первые диктанты приходилось объяснять, что, для чего, уговаривать даже детей, то сейчас они, наоборот, сами, желающих больше, чем мы можем туда повести на площадку. В прошлом году гимназисты уже участвовали в географическом диктанте и набрали неплохие баллы, хотя подтянуть, по мнению учителя, предмет все же необходимо. Как признаются сами учащиеся, в задании встречалось много легких вопросов, но столько же было и сложных. 2017 года мы участвовали в географическом диктанте, мы очень долго к нему готовились, но лично для меня был трудный вопрос, касающийся гербов других регионов. А в остальном все было несложно и даже интересно. Масштабная образовательная акция, инициируемая президентом страны Владимиром Путиным, Русское географическое общество проведет уже в 4-й раз. Диктант в прошлом году также писали в 26 странах, таких как Аргентина, Австралия, Турция, Чехия и Китай. В 2017 году диктант написали более 180 тысяч человек. Было задействовано 1500 площадок. Я студентка географического факультета, поэтому все знания нам преподают в ВУЗе, поэтому пришли написать, проверить. Дополнительную литературу брали в библиотеке, читали, что-то где-то из интернета черпали, искали, вспоминали школьную программу, может быть, что-то где-то. Более сотни участников в прошлом году собралось и в НГУ, чтобы проверить свои знания и узнать, в каком месте они хромают. В первых рядах пишущих пример остальным подавал сам председатель регионального географического общества. Задача не только проверить знания, но и патриотическая, воспитательная направленность, потому что сегодня принимают участие и молодежь, школьники, студенты, и просто жители, которые захотели, изъявили желание участвовать в этой акции. В этом году наша республика также не планирует оставаться в стороне. Подготовку к диктанту начали заблаговременно. Акция проходит с целью проверки знаний граждан на осведомленность об особенностях своей родины. Помимо этого, акция также носит и просветительский характер. В этом году географический диктант 2018 будет проходить в виде теста. Написать его смогут все желающие, независимо от возраста. На этот раз организаторы позволили участникам самостоятельно открывать площадки для прохождения теста в своем регионе. Число участников этой акции ежегодно увеличивается. Цель акции – это подготовить наше общество к тому, как мы знаем друг друга. В Российской Федерации около 85 регионов. И такие мероприятия, как большой этнографический диктант, они нас обогащают, потому что мы узнаем поближе друг друга. И люди, которые берут тест в руки и видят вопросы, которые в диктанте, если они, на какие-то они могут ответить, над какими-то они задумаются, и они обязательно найдут ответ на этот вопрос. На сегодняшний день в школах республики в общей сложности уроку географии отводится 2 часа в неделю. По мнению педагогов, этого мало, учитывая, насколько география сложная наука. Говоря о материках и Мировом океане, география раскрывает все содержимое, углубляется в недра земли, заглядывает выше облаков. Чтобы охватить все, времени не хватает, сетуют учителя. В школьные часы, конечно, я бы сказала, что они сокращены в этом, но не в этом году, вообще, например, в 7 классах, да, они сокращены на 1 час, но география по России в 8 и 9 классе здесь 2 часа в неделю дается. Этого действительно мало. В 8 классе, если достаточно 2 часа на географию физическую России, то в 9 классах на изучение экономики
я бы сказала, что нам не хватает этих часов. Если школьники во время подготовки к диктанту больше обращаются к учебным справочникам, то взрослые ищут ответы на предполагаемые вопросы в интернете. Участвовать в этих конкурсах или же в таком географическом диктанте люди, которые не имеют отношения, да, допустим, по своей профессии к этой специальности, то они уже ссылаются на свою любознательность, на свои интересы, которые они уже добывают уже вне школы, после школы, узнав свои пробелы, через какой-то интерес, я бы так сказала. Каждый участник пишет диктант под персональным номером, по которому в дальнейшем он сможет узнать свои результаты на официальном сайте географического диктанта. А пока у желающих принять участие в акции есть еще время на подготовку. Индира Манкиева, Адам Далаков, Новости 24.